Добрый день, находимся сегодня на одном из наших объектов. На прошлой неделе закончили полтораэтажный дом из бруса. Получается, размеры дома первого этажа 10 на 8. Второй этаж у нас получился поменьше, 8 на 8. Это обосновано тем, что требовалось на первом этаже выполнить спальню, чтобы удобно было переночевать. На втором этаже уже такая достаточно зона отдыха большая. Расположено там 3 спальни, либо 2 спальни и гардеробная. О внутреннем пространстве расскажу чуть позже. То есть дом выполнен на ленточном фундаменте. Мало заглубленный ленточный фундамент, под него устраивалась песчаная подушка, затем щебеночная подушка. Между ними прокладывался геотекстиль для того, чтобы слои не смешивались между собой и дом не уходил вниз. В ленточном фундаменте, можно заметить, сделаны специальные продухи для того, чтобы цокольное пространство проветривалось и конденсат, который поднимается из земли, не оседал на балках перекрытия. Далее идет первый подкладочный венец из бруса 150 на 150. Далее идет брус 150 на 200 для того, чтобы в него впилить балки 100 на 200, чтобы это было удобно. То есть не выпиливать 150 на брусе вот такой кусочек, а сразу целиком на всю высоту выпилить паз и туда уже вставить балку перекрытия. Обратите внимание, во всех проемах сразу сделали косячку. Сверху оставили зазор 7 сантиметров для того, чтобы при усадке дома не раздавило окно, оно и не треснуло, и никак не повредило конструкцию. То есть все окна, двери, чтобы открывались правильно. Далее идет брус 150 на 150 все стены первого этажа, и вот можно увидеть, в середине идет брус 150 на 200. Он нужен для того, чтобы туда впилить межэтажные балки перекрытия, также сечением 100 на 200. Почему сечение 100 на 200? Это все было произведено по расчету, чтобы балки ваши не прогибались, не портилась внутренняя чистовая отделка. А также для цоколя необходимо утепление порядка 20 сантиметров, поэтому, чтобы ничего не наращивать, не добавлять, сразу применяются балки 100 на 200. Также в этом доме можно обратить внимание, крыша сделана из металла черепицы, цвет шоколад. Сразу с монтажом водосточной системы. Водосточная система пластиковая. И снегозадержание. Снегозадержатели Борг. Очень хорошие, удобные. Сечение у них овальное. Идемте покажу дом с другой стороны. Очень важно, чтобы продухи оставались и даже зимой открытыми, то есть старайтесь чищать снег, чтобы воздух попадал внутрь, потому что и зимой из земли исходит влага. В доме, особенно когда включится отопление, будет тепло, земля не будет промерзшая, соответственно влага из земли все равно будет подниматься, и чтобы она не оседала на лагах, нужно проветривать даже зимой. При утеплении 20 сантиметрами утеплителя цокольного перекрытия в доме не будет холодно.